Здравствуйте, с вами ученик 11 Б класса школы имени Ишимбая Абдразакова. Сегодня я бы хотел рассказать о великом ученом, гении, об Альберте Эйнштейн, рассказать о нем кратко, вкратце обо всем. Это тот человек, который придумал теорию относительности, а дальше обо всем по порядочку пойдем. Эйнштейн родился 14 марта 1879 года в городе Ульм на юге Германии. В детстве Эйнштейн не был особенно способным ребенком. Он казался отсталым, поздно начал говорить. Все это кажется довольно странным, особенно для будущего математика. Как правило, те же самые математические способности проявляются у него в раннем возрасте. Многие из выдающихся математиков уже задавали вопросы о больших числах, когда ему не было и 3 лет. Говорят, что Эйнштейн в детстве учился очень плохо, но это не подтвержденные факты и даже неправда. Гений учился на отлично. Отец Эйнштейна, Герман Эйнштейн, был весьма образованным и начитанным человеком. С братом Яковом владел небольшим предприятием. Как раз таки именно отец познакомил сына с микроскопом, компасом и телескопом. Особенно будущего ученого заинтересовал компас и явление магнетизма, волнующего его до конца жизни. Мать гения Паулина Эйнштейн, умная и талантливая женщина, больше жизни любившая своего сына. Она была пианисткой и с раннего утра приучала Эйнштейна к музыке и литературе. Благодаря этому у Эйнштейна очень хорошие навыки со скрипкой. И, как говорится, он, когда были трудности с научными работами, он играл на скрипке, утверждая тем самым, что в этот момент ему приходили озарения. Здесь вы можете видеть зачетный лист Альберта Эйнштейна в те годы, когда он учился. Да, говорят, что Эйнштейн учился плохо, но нет, он учился отлично, но на уроках он себя вел, так сказать, не очень корректно по отношению к учителям, потому что он не признавал немецкую систему образования. Дальше я бы хотел вам озвучить 5 интересных фактов об Эйнштейне. Их было на самом деле больше, но я подобрал всего 5. В течение всей жизни он написал более 300 работ в области теоретической физики, а также около 150 научных трудов в других областях. Кроме того, он сжег ту работу, которую он считал самой важной в своей жизни. Все свои рукописи он уничтожил. Учиться игре на скрипке он начал раньше, чем научился говорить, в 6-летнем возрасте. А любимым композитором Эйнштейна был Моцарт. Великий ученый не раз номинировался на Нобелевскую премию, но получил он ее не за теорию относительности, которая прославила его на весь мир, а за теорию фотоэффекта, потому что комитет долгое время колебался, можно ли вручать премию за столь революционные научные идеи, которые он изучал. Когда незадолго до смерти он был доставлен в больницу, ему предложили провести операцию, которая в теории могла спасти ему жизнь. Ученый отказался, сказав, что он не верит в искусственное продление жизни. А здесь вы можете видеть доску Эйнштейна, на которой он сделал свои последние записи 16 апреля 1955 года. Кстати, здесь он за 2 дня до его смерти, здесь как раз-таки рядом с ним была его помощница, которая его обнаружила и доставила в больницу. В эти годы он серьезно испытывал затруднения со здоровьем и сразу же
решил записать свое завещание, в котором он завещал все свои научные работы университету. Но какой я, к сожалению, забыл. Сейчас я бы хотел рассказать о некоторых ученых-физиках вкратце. Я бы мог рассказать о них еще более подробнее, но, к сожалению, у нас мало времени. На первой очереди у нас Андре Мари Ампер, французский физик, член Академии наук, занимался проблемами электродинамики. Кроме того, именно ученый ввел многие используемые и сейчас термины. Например, это определение гальванометр, напряжение, электрический ток и многие другие. Следующий у нас Исаак Ньютон. Человек, открывший закон тяготения, разработал интегральное и дифференциальное исчисление, стал изобретателем зеркального телескопа, член Лондонского королевского общества. За неоценимые достижения в 1705 году Ньютону даровали дворянство. Это один из моих любимых физиков, Никола Тесла. Широко известен благодаря своему вкладу в создание устройств, работавших на переменном токе, на многофазных системах, синхронного генератора и асинхронного электродвигателя, позволивших совершить второй этап промышленной революции. Дальше у нас Джеймс Максвелл, основоположник теории электродинамики, член Лондонского королевского общества, занимался также изучением динамики и электричества. На этом мой список заканчивается. Всем спасибо за просмотр. До скорого. Спасибо.